Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития республики. По таким девизам завершил свою работу юбилейная 10-я деловая игра «Министр». Какие на сегодня проекты могут предложить молодые кадры республики, узнавала Саргалана Федорова. Игроки – представители разных отраслей. Вместе принимают решения, которые будут способствовать развитию республики. Напоминают деятельность реального правительства. Наноробот «Трубоскан» для контроля технического состояния трубопроводов, телеграм-канал районной газеты, внедрение информационного моделирования в строительство, смелые идеи игроков. Есть спорные моменты. Одна из команд, например, озвучивала лозунг «догнать и перегнать», что мне напомнило станок ДИП, который в свое время в нашей стране планировался. Мне понравилось рассмотрение одной из команд, которая говорила по Центру управления изменениями. Она поддержала это решение, которое недавно было в правительстве принято. Для заполнения социальных сетей проверенной, достоверной информацией команда «Красных» предлагает перевести часть местных газет на телеграм-каналы. В каждом регионе, в каждом муниципальном образовании уже к 2021 году будет приведено качественное оптоволокно. То есть доступ в интернет будет. И мы, получается, за счет этого экономим часть госбюджета. Игроки команды «Зеленых» предлагают улучшить работу снабжающих организаций. Разработали проект «Трубоскан». В трубопроводы Якутска предлагают запустить наноробота. Сахатранснефтегаз, Муптеплэнергия и так далее. Они будут вести непрерывный контроль технического состояния трубопроводов. В нем будут устроены такие датчики, как датчики температуры, датчики износостойкости. Об инфраструктуре позаботилась команда «Белых». Игроки призывают внедрить технологию БИМ – информационное моделирование в строительстве зданий и сооружений. Хотим развить виртуальную и дополненную реальность, когда люди, заказчики, клиенты могут просто одеть очки, да, и посмотреть, какой будет результат. Свой дом, допустим, да, или сооружение детского сада, школы. Да. За 10 лет проведения игра стала кузницей кадров для Якутии. Так, в свое время лучшими участниками игры становились министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров, генеральный директор Алмаз-Анабара Павел Марынычев и многие другие видные политические деятели. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск.